Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. С 10 июня на базе СВФУ начнет работу Центр оценки и развития компетенций. Что это за центр? Почему сейчас они стали востребованы и какие компетенции в них можно приобрести и использовать в своей трудовой деятельности? Об этом нам расскажет гостья студии Анна Бысыина, руководитель Центра оценки и развития компетенций СВФУ. Анна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Центр был создан изначально не на пустом месте. Расскажите, что предшествовало его созданию, какие задачи призван решить данный центр? Да, центры создаются у нас в России по поручению президента Российской Федерации. Основным координатором центров по России является автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Это такой облачный институт развития, который помогает всем сотрудникам, всем работникам, молодым специалистам, работодателям выстраивать коммуникацию и некое смысловое единое поле. Подобные центры сейчас создаются по всей стране. Есть ли между ними какие-то различия или все-таки они создаются по одной и той же схеме? И почему все-таки именно сейчас такие центры стали востребованы? Да, эти центры создаются по всей стране. На сегодняшний день работает 49 центров. Да. Первой волной у нас создавались центры в федеральных вузах, куда мы попали, Северо-Восточный федеральный университет. Центры, они разных типов. Есть региональные, которые в целом на потребность региона. Есть отраслевые центры, которые именно работают с определенной отраслью. Это может быть агроотрасль, здравоохранение и так далее. В целом предпосылками для создания таких центров является то, что многие молодые ребята, выпускники, понимают, когда выходят на работу, что им не хватает некоторых компетенций. В части софтовых вещей, гибких навыков, может быть, вы слышали, да? Соответственно, и сами работодатели говорят о том, что молодым специалистам не хватает этих навыков. Ну и было решено создать такой инструмент, который поможет всем удовлетворить потребность на рынке труда, и чтобы наши молодые специалисты могли успешно реализовать свою карьеру. Центр называется «Оценки и развитие компетенций». Какие компетенции все-таки оцениваются и какие нужно развивать? Да, на платформе «Россия – страна возможностей» разработан инструментарий по определенной методологии. Там мы оцениваем пока наших студентов, но далее это будет распространяться на сотрудников предприятий, на колледжи и, возможно, даже на школы. То есть школьники смогут пройти. Диагностика выглядит следующим образом. То есть это определенный набор тестов, которые проходят наши ребята. Причем оценка это не дает баллов, да, то есть там нет правильных, неправильных ответов. Просто у ребят складываются определенные баллы по тому, насколько у них развиты те или иные компетенции. Наша задача это провести эту оценку, а далее развивать эти навыки там, где у ребят они провисают. А как центр помогает развиваться студентам? Мы развиваем их разным образом, да, мы можем предоставить услуги образовательных программ, то есть понятное дело, что есть определенные, может быть, видели, да, курсы по развитию стрессоустойчивости, коммуникативности. Понятное дело, что онлайн-курсами это невозможно реализовать, поэтому мы также проводим практические семинары, вебинары, используем даже игропрактику для того, чтобы помочь нашим ребятам стать наиболее востребованными, конкурентоспособными на рынке труда и подготовиться к выходу как раз-таки на рынок. А можете ли привести какие-то примеры? Компетенции? Да. Ну, мы пока разрабатываем 11 компетенций, да, в работе у нас. Это такие компетенции, как стрессоустойчивость, для того, чтобы молодой специалист, когда пришел на работу, были даже некие случаи у наших выпускников, когда они просто в первый рабочий день проспали и не поехали, да, чтобы вот таких ситуаций не было, чтобы они там не обижались на своих работодателей. Навык коммуникативной грамотности, чтобы ребята могли выстраивать партнерство, сотрудничество. Также у нас есть компетенция, как следование правилам и регламентам. Это тоже очень важная компетенция, потому что если это, допустим, техническая профессия, да, нужно четко следовать регламентам. А, например, для творческих людей, например, ведущих, да, маркетологов, в принципе, это не так важно. Важно, чтобы они были креативными. Тоже такие навыки рассматриваем и развиваем. А как проходит диагностика у студентов на компетенции? Они регистрируются на платформе «Россия – страна возможностей», создается там личный кабинет и проходит диагностику. Это 4 вида теста пока, дальше эти тесты будут расширяться. По итогам прохождения тестов они получают свой личный профиль, то есть полная картина того, насколько те или иные компетенции у них развиты, и далее они уже обращаются к нам, и у нас в команде есть психологи, которые помогают им выстроить траектории развития. То есть здесь как раз говорится об индивидуализации образования, выстраивается индивидуальная траектория
траектории развития, где каждый понимает и использует те методы, которые ему удобны, которые для него более подходят. А всем ли подходит такая методика выявления компетенций? Все-таки кто может обратиться к вам в центр и кому нужно это сделать? Да, эта методика подходит и взрослым, и молодым, да, молодежи. Далее она будет адаптироваться под школьников, чтобы это тоже со школьной скамьи развивалось. В принципе, любые сотрудники предприятий тоже к нам могут обратиться. То есть работодатель может делать определенный заказ, то есть под конкретную должность нужно сделать некую рамку, картинку того, какие компетенции должны быть наиболее развиты, делают заказ, и мы уже прокачиваем их сотрудников под их конкретные требования. А за какой все-таки срок можно приобрести те или иные компетенции? И всем ли удается их применить на практике? От чего это может зависеть? Компетенции, да, это такой навык, который вырабатывается достаточно долго. Мы рассматриваем наших студентов каким образом. Да, на первом курсе они проходят всю эту диагностику, и в течение 4 лет до выпуска они уже развиваются. В принципе, за полгода, год уже можно получить результат для взрослых специалистов, поэтому, думаю, можно обращаться и можно получить быстрый результат. Анна Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, про тех, кто преподает в вашем центре. Это какие-то тренеры, коучи, учителя? У нас, соответственно, в команде работают психологи, которые соблюдают всю этику. Да. Также у нас в университете есть целый институт развития профессиональных компетенций и квалификации Open. Это доп. Образование. Они как бы преподают и делают программы в виде повышения квалификации, переподготовки. В целом весь университет работает в этом направлении, я считаю. А сколько студентов вы можете обучить за один раз? Как у вас все-таки там по сессиям идет, по урокам, по курсам? У нас в университете 13 тысяч студентов. На данный момент диагностику у нас прошли более 1500. И, соответственно, мы встраиваемся сейчас во внеучебную деятельность, да, то есть это после пары ребята приходят, и мы уже с ними проводим занятия. Кроме того, далее в планах у нас встроить это в самообразовательный процесс, то есть чтобы вот эти вот гибкие навыки, компетенции, они развивались в ходе прокачки хардовой части. То есть мы понимаем, что университет дает полную профессиональную квалификацию, но вот эта вот софтовая часть, она должна тоже как бы встроиться в образовательный процесс. А какую обратную связь вам дают студенты, которые уже прошли в вашем центре обучения, как они отзываются? Ребята отзываются очень хорошо, им, в принципе, нравятся новые форматы, которые мы внедряем в университет, да, вот как я ранее говорила про игропрактику, то есть в ходе игры мы уже развиваем коммуникативность, командообразование, партнерство, сотрудничество, то есть когда мы внедряем такие новые форматы, ребятам это очень нравится, для них это, ребятам уже надоело, когда просто приходят, говорят, читают лекцию, да, проводят семинар, поэтому для них такие новые форматы как раз очень востребованы и приветствуются. А что насчет работодателей? Как они могут оценить ваших студентов, которые развили в себе те или иные компетенции? Есть ли от них какая-то обратная связь? Да, обратная связь от работодателей есть. Сейчас у нас ребята по итогам этого года уже вместе с резюме получают отчет, с помощью которого они идут и трудоустраиваются. То есть, когда у них проходит собеседование, у них есть не просто резюме о том, какая профессиональная квалификация ими получена, да, какие курсы повышения они получили, но и картинка того, насколько молодой специалист развит в части софтовой вещи, гибких навыков, да, коммуникативности и так далее. Это очень хорошее подспорье для работодателей, потому что когда проходит большой конкурс на одно место, да, можно уже выбирать именно тех, кто наиболее развит в коммуникативной и так далее частях. Анна Николаевна, вы уже упомянули о развитиях центра и планах на будущее. Давайте немного подробнее об этом поговорим. Какие все-таки планы на развитие центра есть? В любом случае мы сейчас провели диагностику у 1500 студентов, далее мы будем охватывать всех наших студентов. В сентябре к нам поступят новые ребята, да, то есть каждый год у нас вот эта волна будет идти круговая. В части взаимодействия с работодателями у нас 10-го, вот когда будет открытие, да, мы проведем панельные дискуссии, где действительно надо будет проработать с работодателем момент того, что
Раньше мы проводили мероприятия в виде ярмарок вакансий, встреч с работодателями. Да. Ребятам, нынешнему поколению это немножко, не скажу неинтересно, но они приветствуют новый формат. Вот. Будем вместе с работодателем прорабатывать новые форматы проведения мероприятий. Кроме того, мы расширяем очень деятельность молодежного предпринимательства, стартапов, проектов. И как раз-таки призываем работодателей участвовать, да, в качестве экспертов, потому что когда ребята видят заинтересованность со стороны работодателя, действительно, у них больше идет отдачи. Анна Николаевна, ну как раз сейчас, пользуясь случаем, можете как раз призывать работодателей, молодежь, всех, кто заинтересован в принятии участия в работе вашего центра. Да, мы на самом деле приглашаем всех заинтересованных работодателей, у кого проблемы с кадровой потребностью, да, прийти к нам на открытие 10 июня в 2 часа, главный учебный корпус. Мы открываемся с полной инфраструктурой, это центр студенческих инициатив, целый этаж, для того, чтобы можно было прямо на нашей базе как раз-таки проводить мероприятия, общаться со студентами без галстуков, напрямую, налаживать связь, потому что ситуация, когда на 4 курсе нам работодатель отправляет вакансии и просит найти кадры срочно, она уже сейчас не работает. Надо ребят, не скажу заманивать, но привлекать к себе, начиная с первых курсов, рассказывать им о корпоративной культуре на предприятии, о том, какие возможности роста есть. И таким образом выстраивать диалог, коммуникацию со студентами. Поэтому приглашаю всех 10 июня к нам на наше открытие. Анна Николаевна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем развития вашему центру и как можно больше студентов и работодателей, которые будут заинтересованы в этом. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что сегодня у нас в гостях была Анна Бысыина, это руководитель Центра оценки и развития компетенций СВФУ. Всего доброго и до новых встреч в эфире.